Ордынские правители долго не могли смириться с тем, что Крым в 1441 году стал самостоятельным государством. Ханы Махмуд и Ахмед стремились вернуть Крым под власть Орды. Но это было непросто. Хаджи Герай, а затем его сын Менгли Герай, зорко следили за безопасностью границ Крымского ханства и пресекали любые попытки Орды вторгнуться на полуостров. Однако весной 1475 года в Крыму разразился политический кризис, который завершился переворотом. Крымские беи свергли Менгли Герая, и трон перешел к братьям хана, сперва к Айдеру, а затем к Нур-Девлету. Соседние державы немедленно воспользовались смутой в Крыму. Османский султан завладел богатыми портовыми городами полуострова, а ордынский хан послал на покорение Крыма Джанибека. Джанибек дождался удобного момента, когда Нур-Девлет с войском по требованию султана ушел на подмогу туркам в Молдову. Крым остался без прикрытия, и Джанибек вторгся на полуостров. Узнав о вторжении, Нур-Девлет бросил молдавский поход, развернул армию назад и поспешно вернулся в Крым. Но было поздно. Джанибек уже овладел ханской столицей. Джанибек быстро понял, что не сможет долго удерживать Крым. Еще находясь у власти, он заранее писал правителю Москвы и просил его, чтобы тот, в случае нужды, предоставил ему убежище. Опасения Джанибека подтвердились. Он не продержался на троне и года. Крымская знать свергла его и взмолилась в письме к султану, чтобы тот вернул из Стамбула в Крым прежнего хана, Менгли Герая. Эта просьба была исполнена. Менгли Герай прибыл на полуостров, Нур-Девлет оставил престол и эмигрировал из Крыма, а Джанибек бежал в Москву, и дальнейшая его судьба неизвестна.